В Улан-Баторе прошло 25-е заседание Российско-монгольской межправительственной комиссии. Стороны договорились о реализации совместных энергетических и инфраструктурных проектов. Подписали ряд соглашений в сфере торговли. Подробнее об этом поговорим с послом России в Монголии Алексеем Евсиковым. Алексей Николаевич, добрый день. Добрый день. Алексей Николаевич, как оцениваете итоги этого заседания межправкомиссии в контексте торгово-экономического и научно-технического сотрудничества? Я полагаю, что юбилейное 25-е заседание комиссии прошло достаточно успешно. В итоговом протоколе зафиксированы важные договоренности, намечены направления, по которым стороны хотели бы в обозримом будущем двигаться вместе, в том числе новые темы. Так, например, монгольскую сторону крайне волнует тема снятия тарифных и нетарифных барьеров для продвижения их товаров на российский рынок, в том числе для смягчения серьезного дисбаланса в взаимной торговле. Во внешней торговле сейчас 96% это российский экспорт. Для этого мы договорились двигаться в направлении заключения временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Монголией по определенной номенклатуре товаров. Также с нашей стороны до заседания был передан межправительственный меморандум о содействии торгово-экономическому сотрудничеству, куда мы планируем включить максимальное количество тем. Кстати, свидетельством роста интереса наших ведомств и нашего бизнеса к Монголии свидетельствует необычно большое количество участников, экспертов, которые прибыли в Улан-Батор. Это несмотря на то, что из Москвы в Улан-Батор приходится добираться на перекладных, потому что до сих пор нет прямых рейсов между столицами двух государств. В заседании приняли участие и провели на его полях встречи по интересам главы республик Бурятия, Алтай, губернаторы Иркутской области и Забайкальского края. Алексей Николаевич, вот как раз про торговлю вы уже сказали. В этой связи есть вопрос. Стороны договорились упростить торговлю. Вот по каким направлениям? Можно здесь подробнее? Ну, это касается прежде всего несырьевых товаров традиционного монгольского экспорта. Это шерсть, включая кашемир, кожа и кожевенные изделия, мясо и мясопродукты. А в этом контексте, насколько Россия и Монголия отошли от расчетов в валюте недружественных стран? Есть понимание, мы к расчету в национальных валютах уже приходим все-таки конкретно или нет? Знаете, монгольская банковская система очень зависима от международных финансовых институтов. И после введения западниками в отношении нас санкций монголы крайне осторожны. И сейчас в взаимных расчетах использовать американские доллары или евро, например, крайне затруднительно. Поэтому наш бизнес все шире применяет схемы расчетов в рублях и в юанях. А еще Россия и Монголия вернулись к обсуждению вопроса выхода российских банковских карт платежной системы МИР, да, на своей территории. Данный вопрос является важным и для развития взаимного туризма. В этом вопрос обсуждался или нет? Вопрос обсуждался. Мы в очередной раз напомнили о желательности поиска путей для того, чтобы в Монголии карты МИР принимались. Но пока монгольские друзья взяли паузу, в очередной раз они раздумывают над этим. Когда примут окончательное решение, крайне сложно сказать. Что касается туризма, да, то расчеты банковскими картами нашими, конечно, были бы очень удобны, потому что, ну вот, к примеру, я захватил с собой самую крупную монгольскую банкноту, 20 тысяч тугриков, видно, наверное, да? Так вот, эта самая крупная банкнота составляет чуть больше 500 рублей. Поэтому для того, чтобы сделать какую-то крупную покупку, надо целую котлету этих денег нести с собой. Это крайне неудобно. Угу. Ну, а, кстати, по поводу авиасообщения. Вы тоже упомянули, здесь продвижение есть. То есть, если мы говорим о туризме и об использовании платежной системы МИР на территории Монголии, это упрощает пребывание там, да, и отдых, то, разумеется, прежде всего необходимо обращать внимание на систему транспортной доступности, как туристу добраться до Монголии.
Ну, пока, видите, монгольские авиакомпании считают, что российское направление, то есть рейсы до Москвы, они не очень рентабельны для них, потому что раньше монголы через Москву летали в Европу, а сейчас такой возможности у них нет. И предлагают летать Аэрофлоту или каким-то другим российским авиакомпаниям, чьи самолеты не находятся в лизинге у западных компаний. У самих же монголов чистых самолетов 1 или 2, поэтому не так много. То есть они боятся воздействия тех же самых западных стран на свою авиационную отрасль. Ну хорошо, это что касается туризма, тогда расширению товарооборота вот монгольской стороны Россия как-то планирует помогать транспортной инфраструктурой развитием тоже или как? Ну, знаете, тут речь не идет о том, чтобы помогать. Например, Улан-Баторская железная дорога 50% принадлежит российской стороне, 50% монгольской. Поэтому, если мы говорим о том, что мы будем модернизировать эту дорогу, соответственно, мы и средства будем вкладывать в равных долях. Сейчас, кстати, идет новый расчет перспективных грузопотоков до 30-го, до 50-го года. И по итогам этих расчетов будет сделан вывод о том, какие инвестиции стороны должны будут внести в модернизацию этого нашего самого крупного совместного предприятия и самого крупного работодателя в Монголии. Алексей Николаевич, наверное, один из важных вопросов межправкомиссии, который был затронут, все-таки сотрудничество в энергетической сфере, оно между нашими государствами имеет тоже не последнюю роль и значение. Какие конкретно проекты и какие сроки оговариваются по их реализации вот с поддержкой, опять же, российской стороны на территории Монголии? Ну, действительно, вопрос энергетического сотрудничества вопрос очень важный. Например, мы обеспечиваем потребности в Монголии в бензине, керосине и дизельном топливе от 80 до 90%. Роснефть высказывает намерение создать совместное предприятие с монголами по снабжению топливом нового аэропорта Улан-Батора Чингисхан. Мы продолжаем поставлять стабильную электроэнергию в Монголию. На повестке дня остается тема реконструкции энергетических объектов, которые были построены в советский период. В частности, сейчас речь идет о модернизации одной из крупных ТЭЦ в столице Монголии, в Улан-Баторе. К сожалению, пока стороны не договорились по финансовым параметрам этого проекта. Но рассчитываю, что надежда еще есть. Удалось ли найти компромисс по строительству гидроэлектростанции на реке Эгейнгол, крупнейшем притоке Селенги? Там, насколько известно из истории, монгольский проект может причинять значительный урон нашему Байкалу. Ну, вы знаете, может причинять, а может не причинять. Мы вот с монгольскими друзьями договорились действовать в таком ключе. Приоритет, безусловный приоритет для обеих сторон – это обеспечение экологической безопасности Байкала и прилегающих территорий. Поэтому мы постараемся максимально вывести эту тему из публичного обсуждения в СМИ, потому что оно не очень продуктивно, и уплотнить экспертный диалог профильных ведомств в рамках специально созданной для этого рабочей группы. Алексей Николаевич, вот вы все-таки как дипломат могли бы ответить на такой вопрос. Сказывается ли влияние Запада на двусторонних отношениях России и Монголии? Вы знаете, наши отношения с Монголией, они носят долгий добрососедский характер, и едва ли западники могут каким-то образом повлиять на наше практическое сотрудничество, и нам, я думаю, не стоит на это оглядываться. Могу вам привести такой пример, что согласно опросам, которые ежегодно проводятся в Монголии, около 70% стабильно в последние годы монголов считают Россию оптимальным партнером. И больше всего ей доверяют. Это в разы больше, чем набирают любые другие страны. Но что касается влияния Запада и их санкций, то, конечно, вот я говорил уже о финансово-экономической сфере, финансово-банковской точнее, осложнены расчеты из-за этого, и вот самолеты не летают напрямую, так как могли бы летать. Других каких-то негативных примеров я, честно говоря, сходу не вспомню. Еще один такой партнер, как Россия, тоже соседские отношения связывают, конечно же, Китай. Вот трехстороннее сотрудничество Россия, Монголия, Китай. В этом контексте что можете объяснить? Ну, вопросы эти обсуждались, конечно. И обсуждались они на встречах глав государств в Пекине в начале октября и на встрече
в Бишкеке наших премьер-министров. Прежде всего, это использование транзитного потенциала Монголии. Это центральный железнодорожный коридор, который принадлежит Улан-Баторской железной дороге. Это перспектива создания восточного железнодорожного коридора, который пойдет от Соловьевска в Забайкальском крае через Чайбалсан и дальше на восток в сторону китайской границы. В перспективах и западный железнодорожный коридор, который планируется со стороны Тывы через запад Монголии в сторону Китая. Ну и действуют два автомобильных маршрута у нас. Автомобильные дороги азиатские, так называемые, H3, это от Кяхты до Эрляня, и AS4 из Алтая через запад Монголии на Китай. А с газопроводом пока ситуация находится на какой стадии? Ну, вы знаете, наши руководители говорят, что все идет по плану. Я знаю, что и трассировка завершена, и технологические параметры все выверены. Как только будет заключен договор купли-продажи между российским продавцом и китайским покупателем, я думаю, будет вскоре дан старт этому проекту. Рассчитываю, что, может быть, в следующем году. Хотя сложно сказать, как долго пройдут коммерческие переговоры. Все-таки проект очень крупный. Очень крупный. А говоря о трехсторонних проектах, я могу сказать, что появляются и новые такие темы. Например, российская компания «Сибагро» в Центральной Маймаке, Монголии, создает крупный свиноводческий комплекс, продукция которого будет поставляться не только в Монголию, но и в Китайскую Народную Республику. Вот есть и такие трехсторонние проекты. Алексей Николаевич, а каким образом предполагается, например, расширение гуманитарного сотрудничества? Например, сегодня каким образом обстоит дело в Монголии с изучением русского языка, желанием учиться в российских вузах, скажем? Могу сказать, что, конечно, за последние 30 лет позиции русского языка немножко ослабли, но они остаются достаточно прочными. К примеру, в сентябре этого года мы набрали в первый класс новой школы, которая будет, это третья по счету школа, которая будет вести преподавание по российским стандартам и на русском языке в Улан-Баторе. Такая школа есть в Эрденете, это один из тоже крупных городов Монголии. Рассматривается возможность создания целой сети российско-монгольских школ в северных регионах Монголии, которые примыкают к российско-монгольской границе. Могу сказать, что перспективы гуманитарного сотрудничества огромны, и потребности, кстати, монгольские в таком сотрудничестве тоже велики, вот как показывают мои контакты с монгольскими друзьями. Ну, какие примеры? Ну, кинематография. В последнее время тема цирка, музейного сотрудничества, спортивные обмены, причем не только традиционные виды, например, борьба. Например, с восторгом монголы вспоминают о показательных выступлениях российских фигуристов, которые в мае в Улан-Баторе прошли. Просят нас провести выставочный матч между командами континентальной хоккейной лиги в Улан-Баторе здесь и провести матч дружеский с хоккейной сборной Монголии. Думаю, есть перспективы посотрудничать в области распространения в Монголии хоккея с мячом. Тем более, что, насколько я знаю, президентом Национальной ассоциации хоккея с мячом является Гуракча. Это герой Советского Союза, герой Монголии. Единственный пока в Монголии космонавт, последовательный сторонник развития российско-монгольских связей. Алексей Николаевич, например, это только пока мысли и обсуждения, или уже есть действительно какие-то факты, имеющие под собой основания применения этого гуманитарного сотрудничества? Да не, но идет расширение. Например, мы ежегодно, наше правительство выделяет 620 квот для монгольских студентов, для обучения в наших вузах. И могу сказать, что квоты это покрывается. Это люди, которые достаточно хорошо знают русский язык. И, в общем, наша такая самая простая задача – это обеспечить, чтобы эта квота заполнялась. И поэтому, конечно, есть проблемы некоторые. Например, сейчас самое важное – это обеспечить поддержку монгольских преподавателей русского языка. Не только в школах Улан-Батора, но и в районах, потому что русский язык по-прежнему в 7-9 классах монгольских школ является обязательным. Поэтому надо обеспечить их регулярную стажировку в России направлением
современных учебников и учебных пособий, а может быть и приступить к разработке линейки школьных учебников по русскому языку, ориентированных исключительно на монгольские школы. А с этой инициативой на ведутся, наш Минобр выходили уже, нет? Вы знаете, наш Минобр все эти инициативы активно поддерживает, и Минпросвещение, Минобр, и находится в постоянном контакте с монгольскими коллегами. В частности, в рамках межправительственной комиссии у нас действует специальная рабочая группа по вопросам образования. Поэтому поэтапно предстоит достигать этих целей, да? Да, спасибо большое, Алексей Николаевич. Напомню, на прямой связи с нами был посол России в Монголии Алексей Евсиков.